Здравствуйте! Мы рассказываем о людях, которые знают об энергии все, включая цену. И эти знания окупаются и покупаются теми, кто может по достоинству оценить труд энергетиков Южной Якутии. Сотрудникам открытого акционерного общества «Нерюнгри Энергоремонт» приходится работать в Нерюнгри, за пределами района и даже республики. Так что эта поездка в Алдан – дело привычное. Вот уже 2 года специалисты предприятия ведут монтаж оборудования на строящейся котельной «Центральная». И светлые уазики с надписью «НЭР» на борту привычно спешат по заснеженным трассам. Может быть, следующей зимой снег на городских улицах будет радовать алданцев такой же белизной. Во всяком случае, с запуском нового объекта здешняя экологическая обстановка обещает стать гораздо лучше. А если добавить плюс к этому надежное централизованное теплоснабжение, горячее водоснабжение, то станет понятно, почему эту стройку взял под контроль президент Якутии. Ответственность, конечно, немалая, но ею специалистов НЭРа трудно напугать. Работа проходит в штатном режиме, оборудования хватает. По мере необходимости численность персонала на котельной увеличивается. Коллектив НЭР занимается здесь основными специальностями монтаж тепломеханического оборудования, электросилового оборудования, а также КИП и автоматики. Находится здесь у нас 300 человек, которые выполняют эти работы. Выполняем работы и в выходные дни, идем, в принципе, по графику. Проблема строительства подобных котельных существует на территории практически всей республики. Старое оборудование необходимо модернизировать или менять вовсе. Впрочем, от использования угля уйти не удастся. Эта котельная также будет работать на топливе нерюнгринских месторождений с годовым расходом около 40 тонн, которое будет доставляться автотранспортом. Специалисты устанавливают 3 водогрейных котла с общей теплопроизводительностью почти 70 мегаватт. В них будет подаваться вода из городского водопровода, для которой предусмотрена современная схема электрохимической очистки. Так как котельная находится в городской черте, специалисты предприятия серьезно подошли к проблеме загрязнения окружающей среды. Двуступенчатая система гарантирует чуть ли не 100% очистку дымовых газов, которые выводятся в атмосферу по металлической 35-метровой трубе с диаметром более 2 метров. Так что для малоэтажного Алдана это довольно-таки заметный и современный объект. Видно его со всех сторон, особенно с ночной подсветкой. Наверное, в скором времени новый архитектурный элемент станет своего рода достопримечательностью города. Пробный запуск котельной намечен уже на май этого года, а в полную силу она заработает в следующем отопительном сезоне. Проект стройки и схема ее оборудования предусматривают возможность поэтапного ввода мощностей. Для нас, для нашего предприятия, весь этот комплекс работ – это обыкновенная рядовая работа. Мы выполняли работы и на более, так сказать, важных объектов. Это Харанорская ГРЭС, это Владивостокская ГРЭС, Артем, Якутская ТЭЦ, Якутская ГРЭС. Поэтому данный вид работ для нас не страшен. На специально созданном в Алдане участке НЭРа в 3 смены трудятся его сотрудники. Местных работников на стройку не привлекают. Да наверняка специалистов такого уровня здесь просто нет. Работами по тепломеханическому оборудованию руководит Александр Мандрик. Бригады под его начальством, начав с нуля, в настоящее время заканчивают монтаж 3-го котла. Сотрудники цеха Илшат Сафин, Александр Меделян, Атхам Зарипов, Еренгаиб Калибальдинов, Александр Манжосов, Василий Абакумов работают здесь практически постоянно. Электромонтажные работы под руководством мастера Михаила Гаврилова выполняют Сергей Шуляк, Валентин Куц, Сергей Мандрик, Сергей Леухин. Проведение пусконаладочных работ совместно с инженером-электроником Сергеем Цветковым обеспечивает мастер Виталий Глинских. Особо следует сказать о женщинах, которым приходится работать вдали от дома. Даже непростые задачи под силу электромонтажникам по вторичным цепям Валентине Фисенко и Тамаре Филипповой. Генподрядчиком строительства выступает предприятие «Железные дороги Якутии». Как всегда, сложно обстоит дело с проблемами финансирования и оплаты фактически выполненных работ. Впрочем, стороны вполне находят взаимопонимание. Все вопросы решают в рабочем порядке, в том числе в ходе подобных поездок и переговоров на уровне главных инженеров предприятия. 24 и 25 января в администрации поселка Алдан состоялось выездное заседание правительства Республики Саха-Якутия. Основной повесткой дня этого совещания было определение сроков
окончания строительно-монтажных работ по котельной центральный город Алдана и пуска этой котельной в эксплуатацию. Значит, правительством обозначены жесткие сроки ввода в эксплуатацию, а так как мы являемся основным подрядчиком на этой котельной, нам поставлены следующие сроки окончания монтажных работ, пусконаладочных и пуска в эксплуатацию центральной котельной. Значит, наше предприятие выполняет работы по монтажу основного технологического оборудования, электромонтажной работы, монтаж кипа автоматики, комплекс пусконаладочных работ. Значит, все эти работы мы должны, согласно протоколу совещания правительства, закончить 1 мая этого года, после чего будут проведены режимные испытания и котельная данная будет введена в работу. Не только зарплату и благодарственные письма от заказчиков привозят сотрудники Нерюнгри-энергоремонта из Алдана, но и заслуженные спортивные награды. Об алданском волейбольном турнире мы еще расскажем в нашем следующем сюжете. А я лишь добавлю, что февраль запомнится еще одним спортивным событием, проходившим в Тынде. Неделю назад волейбольная сборная Нерюнгри-энергоремонта привезла оттуда почетное 3-е место среди 8 команд-участниц, в том числе из Амурской и Читинской областей. Волейбольный турнир «Золотой Алдан» проводится каждый год на разных площадках города. В этот раз гостей встречал комплекс «Металлург». Здание старой постройки, не приспособленное для массовых спортивных шоу, принять большое количество зрителей не могло. Так что играли, можно сказать, в узком кругу хорошо знакомых соперников. Якутск, Чульман, Куранах, 2 алданские команды и команда открытого акционерного общества «Нерюнгри-энергоремонт». Отсутствие нерюнгринской сборной с лихвой компенсировали опытные спортсмены – неровцы. На предприятии, культивирующем спорт в целом, особенно бережно относятся к волейбольным традициям. Неизменный капитан нашей команды Алексей Герасимов, ведущие игроки Дмитрий Рябов, Валерий Баженов, Владимир Рябко, Александр Горюнов и Александр Пехов, который, кстати, был признан лучшим блокирующим турнира. Очень жаль, что в этом году не приехали на этот кубок сборная команда Нерюнгри, сборная команда Тынды, которые приезжали в прошлые года. Традиционно сильная команда считается фаворитом здесь. Это местная команда Алдана. Очень радует молодая команда Якутска, которая привезла молодых игроков. Очень радует то, что есть у нас молодое поколение, которое может и хочет заниматься этим видом спорта. Наша команда Нерюнгри-энергоремонт тоже считается фаворитом. Хочется пожелать, чтобы в волейбол играло как можно больше молодых людей, которые бы достигли определенного уровня и играли бы в командах высшей лиги, суперлиги. Для этого нужно просто приходить в спортивные залы, школы, на спорткомплекс «Шахтер» и заниматься. В открытии турнира принимал участие заместитель председателя комитета по спорту Якутии Николай Колотко. Это при том, что никто из местных руководителей на мероприятии замечен не был. Может быть, через год что-то изменится. Стало известно, что турниру присвоен статус республиканского, и он включен в календарь спортивных игр Якутии. А это обещает, кроме внимания, еще и бюджетное финансирование. А значит, решение проблем, подобно той, с которой столкнулась в этом году команда из Черского и Тынды, не сумевшая оплатить билеты для игроков. Что касается результатов, первое место по незыблемой традиции, но далеко не в легкой борьбе досталось хозяевам турнира. Серебряными призерами «Золотого Алдана» стали неровцы. С самого начала они стабильно с отрывом вели, и лишь в самом конце, после небольших разногласий на площадке, растеряли преимущество. Поменяв тактику, команда все-таки обеспечила себе 2-е место. А 3-й стала молодежная команда Якутска, удивившая всех тем, что лихо обыграла непобедимых алданцев. Защищать честь предприятия в спорте – это почетно и ответственно. По сути, также обстоит дело и с защитой Родины. И все-таки разница существенна. Если речь идет о Родине, то победа куда важнее участия. Коллектив энергетиков – это большая семья. И большую часть этой семьи составляют мужчины. Многие из них служили в армии. И
Сегодня у нас на станции работают свыше 10 участников боевых событий. Самый молодой из них – это Габрилевич Константин. Мне очень приятно, что он пришел к нам на станцию, и здесь у нас мы ему выписали первую в его жизни трудовую книжку. Он служил в Чечне. На Нерюнгринскую станцию Константин Габрилевич пришел совсем недавно. Около полугода он работает в производственно-комплектовочном участке. В его трудовой книжке первая, но весьма необычная запись – «Вожатый служебных собак». Призвался Константин 1 апреля 2004 года. Отслужив 8 месяцев, отправился срочником в Ханкалу, близ Грозного. Говорит, что, как и многие сослуживцы, был этому обстоятельству рад. Контракт обещал неплохую зарплату и больше свободы. Повезло, что не пришлось участвовать в серьезных военных действиях. Поздравляю своего тренера и друга Пронтеева Сергея Александровича. Он тоже бывший десантник. 11 лет назад пришел тут с армии. Тоже был в первой компании. Ему большой привет и поклон. Также своим сослуживцам бывшим, это Зарипову Рустаму, Котлубовскому Артему, Симонову Сане. Поздравляю всех воинов-интернационалистов, ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-чеченцев. И от всего хочу поздравить воинов-афганцев от себя лично. Валеру Федоренко, Женю Тойминцева, Женю Базарова. И особенно хочу поздравить молодежь, чтоб шли служить в армию, чтоб сдать долг Родине. Герой нашего следующего сюжета свое уже отслужил и отвоевал. С тех пор прошло немало времени, уже почти четверть века. В январе 80-го года он вместе с однополчанами пересек границу Афганистана. Как вспоминает, тогда еще страшно не было. Было очень холодно. Даже местные старожилы поговаривали, что такая зима бывает раз в 100 лет. И все-таки о своем первом дне в такой холодной и вместе с тем такой горячей точке Александр Черкасов лучше расскажет сам. Первый день, я уже повторюсь, мы через Термез входили. Амударью пересекли, зима была, а там, в общем, 60, по-моему, километров пустыня идет. Это вот, эта дорога Термез-Кабул. Там пустыня, снег, а мы выезжали на БТРах, и, в общем, там, я не помню, сколько километров прошли. В общем, техника отказала. Что-то с двигателем в БТРе. Ну, а колонна нас ждать не будет, нас 22 человека. Было в БТРе, сейчас я по фамилиям не назову, не помню. Не помню этих пацанов. И с нами еще БРДМ остался. Я не помню, этот там Старлей, в общем, был офицерик. Он говорит, он единственный офицер среди нас был, рядовых. Он говорит, как я вас оставлю, и нас не оставил. И там, в общем, водитель-то, я тогда еще водила это не был. А пытались наладить. А там, в общем, что-то зажигание. Ну и давай зимовать, в общем, 3 суток мы там. Ну хорошо, нас сухпаем затарили, в общем, покушать было что. А тут, в общем, что-то, уже расцвело. Что-то едет машина, мы сначала не поняли. Я вот впервые так увидел эту афганскую машину, я подумал, цирк едет. Вот среди нас, я говорю, вы подумали, что цирк какой-то едет, балаган этого, Шапито или как он там. Они, в общем, подъезжают, а машина старая модель, Маска, по-моему, штатовская, там где-то 50-х, что ли, годов, это я потом уже по литературе этой автомобильной узнал. А они, в общем, эти машины все разукрашены, там на них эти всякие гирлянды, бубенчики эти, лобовые стекла там у них размулеваны, не поймешь как. Борта очень высокие наращивают, это потом узнал, почему у них такие борта. Горная местность, то машина переворачивалась один раз. Не кубарем вот это шла у них. Ну, в общем, у них практика жизненная. А борт, высокий, я не скажу сколько метров. В общем, как наш контейнер. Поставить машину, чтобы машина падала один раз. Вот это.
Ну и они выходят. У нас-то все равно, как это, и парадка же с собой, там все полностью, это, комплектация вот эта солдатская. Они, короче, выходят, ну где-то минус 18, вот так, минус 20 мороза было. Ну, может, чуть меньше сейчас, не могу точно сказать. И они, короче, выпрыгивают с машины, у них, как это, ихние штаны вот это, и резиновые галоши на ногах, на босу ногу, все. И такая вот тройка-жилетка. Рубаха. Все, больше ничего нет. А что, разговаривать-то не умеем. Мы ходим на эти машины, смотрим у них. Цирк, что ли? Где там это? Клоуны. В таком плане. А с ними там парняга был, сколько, ну, может, лет 13, 14. Он уже, в общем, стоит, шейк танцует, ноги-то замерзли. Я что-то на него так посмотрел, залез и эти парадные ботинки свои, говорю, на. Ему это отдал, я говорю, нам-то зачем? Еще не ясно, что получится. Ему отдал. Они посмотрели, потом уже только, они вообще наши, как, вот солдатские вещи, обмундирование, они очень ценили. Качество. Но есть у нас золотой фонд. Это ветераны Великой Отечественной войны. Их осталось всего 2. Это Зазыкин Федор Иванович, почетный гражданин города Нерюнгри, и Дьяконов Николай Акимович. Сегодня поздравления наши в первую очередь им. Спасибо им за службу, за работу. Мы желаем им здоровья, благополучия и долгих лет жизни. 20 февраля Федору Ивановичу Зазыкину исполнилось 83 года. Мы от всего сердца поздравляем его и желаем побольше сил и здоровья. 23 февраля чествуют всех тех, кто успел, если и не познать лично воинскую славу, то хотя бы познакомиться с ней. А вот старшеклассники поселка Энергетиков к воинской службе пока не причастны. Тем не менее, праздник этот они уже отмечают по-своему. Мы уже давно привыкли к тому, что в наших учреждениях и организациях, включая общеобразовательные школы, 23 февраля поздравляют всех без разбору представителей мужского пола, вне зависимости от их принадлежности к тем или иным родам войск. Для мальчишек эти поздравления, видимо, выдаются в качестве аванса за будущую службу в армии. Задумываются ли сами школьники о своей солдатской перспективе, сказать трудно. Тем не менее, в мероприятиях, посвященных Дню воинской славы, участвуют с нескрываемым удовольствием. Творческий коллектив Дома культуры Якутия поселка Энергетиков День защитников Отечества отмечает каждый год по-разному. Организовывают различные концертные программы и конкурсы. Есть опыт проведения мужских турниров. А вот с юношами пришлось иметь дело впервые. Ну, идея этого конкурса возникла еще в прошлом году, первый раз был проведен. В прошлом году, правда, соревновались уже более взрослые люди. А в этом году у нас соревновались юноши школьного возраста, 10 и 11 класс, учащиеся 10-11 класса. В подготовке этого конкурса принимали активное участие, конечно, больше всего были задействованы работники Дома культуры Якутия, и подготовка проводилась в течение целого месяца. Ребята отреагировали на приглашение очень активно, с удовольствием согласились и репетировали весь этот месяц. Очень напряженные были у них репетиции, тренировки, и мы очень рады тому, что эффект оказался соответствующим. То есть очень хороший сегодня был конкурс, очень зрелищный, очень разносторонний, очень интересный. И я думаю, что все они сегодня победили все, в первую очередь над собой. И хотелось бы поздравить всех сегодняшних участников, конкурсантов и всех мужчин с Днем защитника Отечества. Собрать в этот вечер на сцене парней всей земли, разумеется, не удалось. Но и пришедших 4 с лихвой хватило. Участники праздника мерились силой в 5 конкурсах. Впрочем, непосредственно физическая сила понадобилась им лишь в одном и самом коротком, где они поднимали 12-килограммовую гирю. Каждый по 10 раз. Так что получились, в общем-то, не состязания даже, а показательные выступления с выходом в спортивной форме. Хотя кто-то из мальчишек свою физическую подготовку все-таки сумел продемонстрировать в ходе других конкурсов.
Пригодятся ли эти акробатические номера в армии – вопрос спорный, но для этих парней пока не очень злободневный. Так что шутки не по уставу допускались, хотя некоторые из них слишком напоминали об одном из законных способов откосить от службы. Сколько раз за вечер потенциальные защитники Отечества примеряли женские юбки, каблуки и парики, сосчитать трудно. Кроме того, в одном из конкурсов им пришлось примерить к себе профессию стилиста. А, согласитесь, среди публичных представителей этой специальности трудно вспомнить хоть одного по-настоящему мужественного. И все-таки болельщики принимали эти метаморфозы на ура и радовались своим любимчикам во всех нарядах, образах, а особенно в танцах и песнях. Кстати, в празднике помимо школьников приняли участие юные таланты детской музыкальной школы, а также коллективы самого Дома культуры «Надежда», «Экспромт» и «Бездна». Творчество конкурсантов и их верных защитниц, то есть помощниц, оценивало жюри, в состав которого вошли представители администрации поселка, Нерюнгринской ГРЭС, коллектива Дома культуры и 14-й школы. В итоге, чтобы никому не было обидно, каждому участнику досталось по номинации и хорошему призу. Самым артистичным парнем школы стал Павел Савченко, самым обаятельным – Чингис Бородиев. Виталий Зобнин удостоился почетного титула «Любимчик всех девчонок школы», а наибольшее количество баллов и скромное звание просто «Самый лучший парень школы» завоевал Павел Кравчук. Кто-то сказал: если хочешь вести народ на смерть, скажи, что ты ведешь его к славе. Между тем, многие наши соотечественники, прошедшие через различные военные кампании, ни о смерти, ни о славе не помышляли. Может быть, потому что были молоды, может быть, потому что вопрос служить или не служить вообще не рассматривался. Я поздравляю с Днем воинской славы всех, независимо от пола, кто вот так просто, без патетики и пустословия, а главное, вовремя защищал и оберегал свою страну. Настало время поберечь себя и своих близких. Это была программа «Энергия». Мы встретимся весной.